Прошу всех встать. Оглашается результативная часть решения именем Кыргызской Республики, решение Конституционного суда Кыргызской Республики. Резолютивная часть по делу о проверке конституционности части 1.3 статьи 145, части 1 статьи 153 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в связи с обращением Дюшенбековой Гульнары Султанбековны. 21 февраля 2024 года, город Бишкек. Конституционный суд Кыргызской Республики в составе председательствующего Асконбаева, судей Айдарбековой, Бубукеевой, Дюшеева, Джолдошевой, Хасмалиева, Кадырбаева, Шашиналиева, пресс-секретаря Талайбековой с участием обращающейся стороны Дюшенбековой Гульнары Султанбековны, стороны ответчика Саранова Самата Кыштобековича, постоянного представителя Джогурт Кенеша в Конституционном суде, третьих лиц Молдубаева Алмазбека Тавалдыевича, постоянного представителя президента Кабинета министров Кыргызской Республики в Конституционном суде, Нурбекова Алмаза Турсбековича, представителя Совета судей, Сапьяновой Маргариты Насаркановны, представителя Верховного суда Кыргызской Республики, Айбашева Талабекова Сконовича, представителя Генеральной прокуратуры по доверенности, Джаманкулова Азамата Маратовича, представителя Министерства юстиции Кыргызской Республики по доверенности, приглашенных лиц Назарова Нурджигита Бахытбековича, представителя Государственного комитета национальной безопасности, Абдыралиева Аргена Турумбековича, Муратхановой Камилы Аюбхановны, представитель Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, руководствуясь частями 1.2 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, статьями 4, 17, 40, 45 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности частей 1.3 статьи 145, части 1 статьи 153 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Поводом и основанием к рассмотрению данного дела явились обращения Дюшенбековой и обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции части 1.3 статьи 145 части 1 статьи 153 Уголовно-процессуального кодекса. Заслушав информацию судьи докладчика Дюшеева, проводившего подготовку дела к судебному заседанию, исследовав материалы дела, выслушав мнение третьих лиц, пояснения приглашенных лиц, руководствуясь пунктом 2 части 2, частями 4 и 5 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, статьями 48, 49, 52, 53 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд решил признать части 1, 3 статьи 145, часть 1 статьи 153 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики не противоречащими части 1 статьи 61, частям 1.4 статьи 95 Конституции Кыргызской Республики. Решение окончательно обжалованию не подлежит, вступает в силу с момента провозглашения. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежит исполнению на всей территории республики. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти, на официальном сайте Конституционного суда и вестнике Конституционного суда Кыргызской Республики. Решение понятно? Заседание Конституционного суда объявляется закрытым.